ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота. Бизнес-инкубатор УГТУ. Второй день ярмарки знаний. Это событие стартовало накануне и, по сути, объединило под своим крылом разнообразные направления дополнительного образования и развития. Преимущественно они ориентированы на детей, но в некоторых попробовать себя могут и взрослые. Главный организатор – семейный клуб «Гений», но, конечно, вместе с ним партнерами и соучастниками ярмарки выступили многие творческие и образовательные объединения города. В общей сложности их набралось 12. В чем суть такого масштабного объединения усилий? Чтобы у наших детей была возможность развиваться, как и у детей в больших городах, да, потому что у детей в больших городах у них очень большие возможности, да, вот, очень бы хотелось, чтобы наши детки получали те же возможности, чтобы они не были ущемлены в чем-то. За 2 дня на ярмарке представили и технические и гуманитарные направления для развития. 3D-моделирование, импровизированные химические опыты в лаборатории, арифметика, создание мультфильмов, дефиле и многое-многое другое. Безусловно, каждый из таких мастер-классов стремился выделиться чем-то необычным, чтобы заинтересовать и увлечь детей с пользой. Например, на занятии по нетрадиционному рисованию детям предложили изобразить идиллический пейзаж не только с помощью кисти, но и смятой бумаги. Так называемая техника описка предлагает творческий подход к созданию рисунка. Такая техника развивает, опять же, у детей, можно сказать, подготавливает детей в школе, если они дошкольники. А если это школьники, то такие работы помогают именно развивать воображение, видение цвета, композицию. Когда это не рисуют нетрадиционными, ватными палочками, мятой бумагой, когда рисуют отпечатком листьев, например, их эта техника, рисование еще больше увлекает, что ли. По итогам ярмарки знаний были разыграны призы, а желающие смогли тут же записаться в заинтересовавшее учебное заведение доп. Образования. Если вы почему-то пропустили это событие в сентябрьском календаре, то можно подыскать образовательную программу своими силами, а в крайнем случае подождать год. Организаторы хотят уже в 2018-м повторить ярмарку и даже постараются удивить новыми направлениями.